Война — это трагедия. На войне убивают людей. И в первую очередь это трагедия для мирных людей, которые каждый день погибают сотнями. Женщины, дети, старики, ни в чем не повинные люди. Тем более наш враг или страна, которой мы воюем, это безбожная страна. Практически мы воюем с Кораном в руках против безбожников. И противник наш без человеческого лица. Каждодневная зачистка населенных пунктов, их сотни, это очередная трагедия для мирных жителей. Потому что наш враг ведет войну не с муджахидами в основном, а против мирных людей. Против женщин, против детей, против стариков. Можно привести некоторые примеры, их сотни, их тысячи. В населенном пункте окраине города Джахар, Алды, в начале этой войны, они выхватывали детей из рук матерей и стреляли в затылок грудных детей. За 2,5 часа они убили 75 человек. Я хочу напомнить, рассказать коротко о трагических событиях 5 февраля 2000 года, чтобы знали, помнили и не забывали. 5 февраля 2000 года российские оккупанты, а точнее питерский и рязанский ОМОН, провели так называемую зачистку поселка Новые Алды. Здесь то, что было, это не передать, это был ад. По нашим 5 февраля. По последним нашим данным, 84 человека убито. Среди них женщины, дети, старики, убиты в своих подвалах. Убиты за то, что не хватило денег для выкупа. Ну и пьяные, обкуренные. Я не знаю, слов нету, что говорить сейчас есть. Это была страшная трагедия. Один день трагической истории чеченского народа. В течение нескольких часов российские оккупанты стали грабить, издеваться и убивать мирных жителей поселка Новые Алды. Так, в этот день было убито свыше 80 человек. В основном старики и женщины. Я постараюсь даже привести такую параллель. Многие помнят советские фильмы, когда нам показывали, где немецкие захватчики, фашисты заходят в населенные пункты, выгоняют людей, поджигают их дома, потом расстреливают этих людей, мирных жителей. Происходило то же самое, но в более ужасающей форме. Над людьми издевались, пытали, сжигали живьем, расстреливали, то есть вели хуже этих фашистов. Поставили нас 4. Муж, я, сын и внучка вот здесь рядом со мной стояла. Сказали, если 5 минут, 3 минуты, матюкали, как хотели, говорили, что хотели. Человеческим языком не разговаривали. От них водкой пёр. Водкой воняло невозможно было. До того были опьянённые, что они на ногах еле стояли. Хочу отметить, что похороны убитых прошли лишь через неделю. Потому что люди надеялись, ждали проведения судебно-медицинской экспертизы. Люди надеялись, что виновники будут наказаны, что их найдут, надеялись на справедливость. Но этого не произошло.
все вокруг. И вот результат 5 февраля. Убили в поселке Новый Алдейс почти около 100 человек убито. И вот сегодня, 9 февраля, мы не можем их похоронить уже 5-й день. А в то время, когда об этом уже начали говорить, российская сторона уже начала обвинять в этом воинов чеченского сопротивления, что якобы они были в этом населенном пункте, что якобы они находились на окраине, мол, поэтому бомбили, поэтому проводили зачистку. Вот. Хотя сегодня есть свидетели, и даже были высказывания, когда люди сами говорили, что наших воинов чеченского сопротивления не было не только в селе, но и на окраине тоже. Жители Алдов, старейшины, собравшись вместе за 29-й школой, на встречу приехал полковник Лукашов. Мы объяснили, что в Алдах нет боевиков. То есть таких как бы причин не было. Хотя я хочу подчеркнуть, что если бы даже они были на окраине где-либо, никто не имеет убивать мирных жителей. Никто. Проводить зачистки, бомбить, расстреливать, издеваться над мирными жителями. Никто не имеет права. Мы без ничего, ни еды, ни питье, ни жилье, ничего не осталось. Разбили, самолеты бомбами били, солдаты пушками, пулеметами били, людей убивали. Мы в подвалах сидели, голодные, холодные, есть нечего было у нас. И только спустя месяц, 5 марта 2000 года, прокуратурой, российской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту убийства мирных жителей. Как потом опять же оказалось, это была очередная попытка возложить всю вину на воинов чеченского сопротивления. Они стали прикрывать своих убийц. За все это время прошло 21 год. Никто не привлечен к ответственности. Никто не наказан, не осужден, не посажен в тюрьму за это убийство. Для справедливости нужно подчеркнуть, что вся вина за эти преступления лежит на руководстве России, потому что оно виновно в начале войны в 1999 году, а также виновна в таких событиях, в массовых убийствах мирных жителей, бомбардировке населенных пунктов, когда гибло мирное население. А также вина лежит на тех, кто продолжает прикрывать этих убийц. Приведу даже пример, вот слова Кадырова, когда-то сказанные, чтобы показать, как это делалось, где он сказал: ну и что убили 100 человек. Имелось в виду 100 мирных жителей поселка Новый Алдей. Потом он начал угрожать Наталье Стемировой, которая вела независимое расследование по этому делу. Затем ее убили тоже. И сегодня они делают все, чтобы убийцы чеченского народа избежали наказания, осуждения. И более того, они даже воздвигают им памятники. И еще хотелось бы напомнить слова российского генерала, именно сказанные в те дни, генерала Шаманова, всеми нам известного, где он говорил: «Не смейте прикасаться к солдатам и офицерам российской армии.
Они делают святое дело сегодня. Они защищают Россию. И своими грязными руками не смейте пачкать русского солдата. То есть он имел в виду этих убийц, своих солдат, которые убивали мирных жителей. И в заключение, я очень надеюсь, что пусть не сегодня это невозможно при власти Путина, им это невыгодно. Когда в России появятся люди в руководстве этой большой страны, адекватные люди, которые пойдут за правду, я надеюсь, они поднимут эти дела и расследуют эти преступления Путина. И убийцы все же будут наказаны. Мы очень надеемся на это. И в заключение я хочу сказать, что мы не забыли, мы не забудем и не дадим никому забыть эти преступления. И своим братьям и сестрам хочу принести соболезнования. Пусть Аллах примет их шахаду. Поистине мы принадлежим Аллаху. Аллах разат кобал дольцер, Аллах декала болуш.